Федерация альпинизма и скалолазания Якутии вновь устраивает республиканские соревнования по скалолазанию. Сегодня соревнуются только взрослые. С нами на прямой связи наш корреспондент Анастасия Данилова. Анастасия, добрый день. Где проходят соревнования и по какой дисциплине? Анастасия, добрый день. Сейчас проходят республиканские соревнования по скалолазанию. Проходят они на базе второй школы. Соревнования проходят в два этапа: болдеринг и трудность. Сегодня у нас это болдеринг, с английского языка это переводится как валун, то есть лазание по валунам. Участник должен пролезть на высоту 3-5 метров. Если он срывается без страховки, он падает на мат. Таковы правила данной дисциплины. В Якутии данный вид спорта начал набирать популярность с 2015 года. С тех пор все любители полазать по горным склонам участвуют в различных мероприятиях. А это два календарных: летний фестиваль скалолазания и детские соревнования. Республиканские соревнования по скалолазанию среди взрослых пройдут в течение 2 дней. Это 10 и 11 ноября. Анастасия. Анастасия, расскажи, принять участие в этих соревнованиях может любой желающий или только профессиональные спортсмены? Анастасия, принять участие может любой желающий. Главное, заблаговременно пройти подготовительные тренировки. А для этого стоит лишь прийти на скалодром второй школы, в Федерацию альпинизма и скалолазания и записаться. При самих соревнованиях нужно иметь с собой медицинскую справку и страховку. К слову, я хочу сказать, что после этих соревнований наши спортсмены отправляются на следующий уровень. Это уровень Дальневосточного федерального округа. Ну а сейчас за моей спиной проходят квалификационные туры, в результате которых определятся финалисты соревнований. Завтра спортсмены будут состязаться по дисциплине трудность. Ну а мы будем следить за развитием событий. Анастасия. Анастасия, большое спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией